Майя, ученица 2 Б-класса, школа-гимназия Нушанова. Я скажу вам о книге «Выдаван Рики». Вот и Рики, кролик. У него, друзья, все ушки были очень ровные. У Рики один ушко была кривая. И Рика пробовала забинтовать свою ушко, но его друзья смеялись. И Рика пробовала, взяла ветку и веревку, завела своим ушком, но все равно его друзья смеялись. Взяла шарик и завязала своим ушком, но его друзья еще сильнее засмеялись. И Рики пошел к врачу. Врач сказал, твоим ушком все в порядке, только не хватает крепости. И Рика сама засмеялась. Его друзья сказали, ты где была, ты скучно остановил? У тебя что-то смешное есть? И Рика сказала, да. Взять морковку и веревку. Заберите самый высокий холм, сказала, и забирались в высокий холм. Морковку завязывала своим ушком. Никогда все такие мы не были похожи. Никогда нам так не весело было, сказала. Вот и Рики. Я его нарисовала. Вот и кролик Рики. И да, слепила из пластилина. Вот там. Кролик Рики. Теперь я расскажу вам про дракончик Эгги. Вот и дракончик Эгги. Эгги родилась в самой могущественной семье. Его дедушка разжигала огонь, а его папа очень высокий был. А его мама большую волну одним взмахом хвостом спасения. А его брат острым зрением видела до 100 километров маленькую муху. А его сестра быстро бегала по земле и быстро летала. А его брат, как папа, был очень огромным. Эгги спросил маму, почему у меня такое ужасное имя? Ты вылез из треснутого листка, сказала мама. Имя тебя назвали Эгги. Потом Эгги пошел в лес и уснул в лесу. Его разбудил страшный звук. Все звери убегают от пожара. И Эгги пошел домой. Вся его семья не могли потушить огонь. И Эгги стала меняться, его кожа стала гладкой, и одним вздохом потушила огонь. Все животные прибежали к Эгги заблагодарить, и Эгги стал лидером дракона. Вот я Эгги нарисовал лидером дракона. И да, слепила из пластилина. Вот Эгги. Теперь я расскажу вам про медвежонку Мишу. Вот и медвежонка Миша. Сегодня день рождения у Шея. Девушка спросила, твои друзья придут через 10 минут. И Шея попросил девушку, почему так долго? И несколько минут прозвонили в дверь. Девушка пошла открывать. Это были его друзья. Были подарки, игры, танцы, песни. И они проголодались. Пришел дедушка. Кто хочет блины, и все руки подняли. И прозвонили еще в дверь. Девушка сказала, тесто готово. Шрей сказала, что это же моя вечеринка, то я буду блины спеть. Она хотела, как настоящий повар, перевернуть блины, но у него не получилось. Блины упали на ручки. И она закричала и заплакала. Бежал медвежонка Миша. Взял ручку и поставил под холодной водой. Медвежонка сказал, что нужно ждать 10 минут. И прибежала девушка и сразу поняла, что случилось. Девушка сказала у Шея, что если обжигать, нужно под холодной водой держать 10 минут. Вот и я нарисовала медвежонку Мишу и Шрея. Вот. И даже слепила из пластилина медвежонку Мишу. Вот так, медвежонка Мишу. Теперь я расскажу вам про маленьких насекомых. В нашем Кыргызстане самая красивая природа. Природа – это дом для диких животных. Вот.
Вот бабочка Махалон. У него желтые крылья и черные полоски и синие точки пятна. У него 2 маленьких глазика. Вот это сороконожка. У него 15 ног. Вот и скорпион. Скорпиона 8 ног. У него на хвосте ядовитый яд. Вот и улитка с ракушкой. У слизняка нету ракушки. У него кожа лысая. У него кожа покрыта слизью. На сегодня все. Пока.